Вы ведь служили тогда в Литве, в Карабахе. Ничего не предвещало, что Союз нерушимых республик свободных распадется тогда? Конечно, ничто не предвещало. Но вот, кстати, помню январь 1972 года, когда нас подняли по тревоге. Ночная укладка парашютов на плацу. Потом загрузка боеприпасов на платформы для десантирования. Потом отбой, но спали прямо одетые с оружием. И говорят, значит, в Грозном заваруха. В Грозном что-то происходит. 72 год, 73 год. Точно, это январь, число 20 примерно января 73 года. Вот. ინგუშეთის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერს გენერალ ისაკ ოძოევს. Даже трудно здесь что-то сказать. Мы ехали сегодня сюда, много машин, хотели высказать соболезнования тем родственникам, которые 9 апреля погибли и попали на самый великий праздник Грузии. Дай Бог, пусть Аллах услышит меня. Пусть услышит все святое, что есть на этой земле, чтобы ваш этот праздник отныне был вечным. Когда мы собираемся, особенно кавказцы, на пиршественные столы, мы много хороших слов говорим друг другу. Грузины, сегодня вы поймете, кто у вас братья, а кто просто люди разговора. Сегодня вы это поймете. Сегодня я думаю, что депутаты грузинского парламента прекрасно знают, что в дальнейшем у вас будут тяжелые дни. Но ни шагу назад. Надо железно стоять. Теперь мы там живем с севера от вас. Нас, ингушей, немного. Но то, что есть, в вашем распоряжении будут. Я в этом железно уверен. That Russia might take up its old imperial habits. So it's a difficult situation. Here we have a political meeting in the area of Vladikavkaz. This may be the last meeting because on the 30th of November we will decide whether Ingushetia will remain part of Russia as a result of the referendum. And the governmental body will have to decide what's to be done with the area where the Ossetians are now living. Before 43, there were Ingush who were living there. The Ingush consider, as before, that there's no need to have an emergency situation or military rule, but the
Ко мне неоднократно обращались жители Ингушетии. Народ, зажатый между жесточайшим чеченским сектором и осетинским государством с уймой незалеченных военных ран, кажется, просто умирает. Многие пользуются неагрессивностью, неагрессивным характером этого народа. Как мне кажется, все, что я говорю, конечно, совершенно субъективно. И о реакции каких культурных прав, о реализации в Ингушетии можно говорить сегодня. Кино нет, театр нет, телевидение нет, пресса нет. Активные ингушские граждане находятся в заключении. Почему? На основании какой политической логики? Какая-то кривая логика. Почему нельзя разговаривать? Почему просто нельзя разговаривать с людьми? Некоторые молодые люди на Кавказе мне говорят: начнете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. У нас есть горы, у нас есть зеленка. Это и шутка, и не шутка. Но Конституция утверждает, что основной основой республиканского строительства является опора на разнообразие культур, на культурно-национальный уклад. Это очень важная позиция, за которой мы держимся очень много лет. И она важна на самом деле. Но вот собрались ингуши, опираясь на эту самую культурно-национальную традицию, собрали народный сход, потому что у них забрали часть территории на основании культурно-национальной традиции. Они обязаны были собрать этот сход, обязаны были всем народам обсудить то, что происходило на их территории. Но в Москве это не понравилось. В Москве много лоббистов чеченского сектора, и москвичи решили активных ингушей заарестовать. Несколько лет держали нальчики в тюрьмах с нарушением, как говорят адвокаты, всех норм процессуальных норм. И вот 15 декабря Владимир Владимирович будет судить этих людей. Бог знает за что. Никто не знает за что. Ахмед Барахоев, Муса Масальков, Исмаил Увачиев, Малсах Ужахов, Багаудин Хаутиев, Варах Марзиев, Зарифа Саутиева. Первый раз мы на Кавказе посадили женщину за общественную деятельность. Арестовали. Совет Тейпов, 1000 людей в Ингушетии призывают прекратить преследование этих людей. Я присоединяюсь к этим просьбам. Моя ученица Марьяна Калмыкова сняла фильм, прекрасный документальный фильм об этой ситуации. Фильм называется «Граница». Минкульт немедленно запретил этот фильм к показу. Немедленно. Но при этом я должен вам сказать, что, сталкиваясь с людьми из Ингушетии, я восхищаюсь высочайшим уровнем культуры и образования ингушей в общественной среде, в государственных институциях.